Рост цен на топливо в России остановлен. Федеральное правительство принимает все меры, чтобы избежать дальнейшего подорожания. Такая информация прозвучала сегодня во время прямой линии президента России. Вопрос о ценах на бензин задал житель Санкт-Петербурга. По словам Владимира Путина, к росту стоимости привело, цитата, «неточное регулирование со стороны правительства». Оно пересмотрело налоговые меры по наполнению бюджета, в результате которого нефтяными компаниями стало выгодно вывозить на экспорт сырую нефть. Что произошло дальше? Цены на нефть на мировом рынке поднялись. Для того, чтобы загрузить свои НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, компании наши делают это, но они считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы, как они полагают, реализовать на внешнем рынке и получить больше доход. Вот чтобы вот эти условно выпадающие доходы компенсировать, поднимают цены и на бензин, и на дизельное топливо. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Напомню, совсем недавно это было сделано. Кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями, что было сделано? Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дизтопливу на 2, на 2000, на 3 и на 2000. Значит, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов, его не будет. Отметим, что общение Владимира Путина с гражданами проходило в новом формате. На прямой связи со студией были в том числе федеральные министры, главы регионов и отдельных городов. Они в том числе дополняли ответы главы государства. Так было и с вопросом о бензине. Конечно, вот эти срочные фискальные меры, они уже оказали свое положительное влияние. Мы видим, что цены с 30 мая, с конца мая на автозаправочных станциях не растут. Кроме этого, были достигнуты на уровне правительства договоренности со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен на автозаправочных станциях, о увеличении объемов производства нефтепродуктов и поставки его на внутренний рынок с тем, чтобы не допустить дефицита. Мы внесем правительство буквально завтра, внесем в Государственную Думу законопроект, который предусматривает возможность для сдерживания, для того, чтобы снизить экспортный так называемый netback, уравновесить, обеспечить равновесие внутренних цен и внешних на моторное топливо. Внесем возможность для правительства повышать экспортную пошлину на моторное топливо, уравнять ее практически уравнять с экспортной пошлиной на нефть. Отметим, что сама прямая линия закончилась буквально несколько минут назад, но продолжалась она более 4 часов. На нее поступило более 2 миллионов обращений, в том числе из Коми. В частности, федеральные журналисты обратили внимание на вопросы от дочери предпринимателя-оленевода, которая посетовала на отсутствие в республике предприятия по переработке оленьих шкур.